Здравствуйте, дорогие ребята! Суммативное оценивание за четвертую четверть. Прослушайте текст. Жизнь писателя Чингиза Айтматова была насыщена знаковыми событиями, интересными встречами, необычными фактами. В 1943 году Айтматовы жили в селе Жиде Кировского района. У них была корова по кличке Сукра, кормилица большой семьи. Однажды ее украли. 15-летний Чингиз взял ружье у знакомого тракториста и отправился на поиски в сторону Джамбула. Он и не заметил, как перед ним появился старичок на ослике. На голове у него был выцветший от времени тибетей. Его седая борода развивалась по ветру, а ноги почти касались земли. Казалось, что он вышел из древней могилы. И этот старик спросил у Чингиза: «Постой, ты что, идешь кого-то убивать?» «Да, хочу убить», — ответил подросток. «Послушай меня, остановись. Почему ты хочешь убить, сынок? У нас украли стельную корову. Нас в семье 4, я самый старший, а мама и ее сестра больны. Ах, вот в чем дело. Плохо, очень плохо. Но месть – плохое дело. Послушай старика, не убивай, даже не помышляя о таком. Возвращайся домой, поверь мне. Наказание всегда будет преследовать вора. А ты, если не будешь помышлять об убийстве вора, в конце концов станешь счастливым. Счастье само найдет тебя. Ты не думаешь, что я это говорю просто так. Придет время, вспомнишь мои слова и убедишься в моей правоте». Составьте простой план по этому тексту. Вот примерный простой план. Первое — селе Жиде Кировского района. Второй пункт — на поиски в сторону Джамбула. Третий — встреча со стариком. Месть – плохое дело. Наказание найдет вора. Но вы можете и по-другому составить. Какова тема прослушанного текста? 15-летний Чингиз получил урок старика провидца. Третий вопрос. Определи основную мысль текста. Нельзя мстить и думать о том, как отомстить обидчику. Жизнь все расставит на места. Четвертое задание. Подберите синоним к слову «факт». Составьте с ним предложение или словосочетание. Факт – событие, достоверность, очевидность, факты о человеке, интересные факты. Сможете ли вы отличить факт от мнения? Задание на говорение. Вы должны создать аргументированное устное высказывание на одну из 3 тем. Первая тема – тот, у кого больше знаний, любви, справедливости, тот мудрец, тот ученый, тот и обладает миром. Согласны ли вы или не согласны со словами Абая? Вторая тема – почему Евгения Евтушенко считает, что людей неинтересных в мире нет? И третья тема – свобода глазами подростка. Вот здесь примерный текст высказывания, то есть наговорение. Это на тему «Тот, у кого больше знаний, любви и справедливости, тот мудрец, тот ученый, тот и обладает миром». Задание на чтение. Прочитайте текст. Так, вопрос. Кто из персонажей является нравственным антиподом Бастона? Ответ Д. Базарбай. Определите тип и стиль текста. Тип текста – повествование с элементами описания. Стиль текста – публицистический. Определите основную мысль текста. В жизни случаются разные обстоятельства, но надо всегда оставаться человеком с большой буквой.
Какие два потрясения пережил Бастон в своей жизни? Гибель друга и потерю сына. Составьте простой тезисный план. Вот примерный тезисный план. Десятый вопрос, десятое задание. Прочитайте предложения, составьте новые, которые должны начинаться из заданных слов и передавать смысл исходных предложений, следуя образцу. Например, через некоторое время волчица отомстила колхознику, выкрав у него сына. Волчица через некоторое время выкрала сына, отомстив колхознику. То есть мы образовываем обособленные обстоятельства, выраженные деепричастным оборотом. Передовик производства вырос в лишениях, но всего добился сам своим трудом. Добившийся всего сам своим трудом, передовик производства вырос в лишениях свободы. Бастон, не помня себя от горя, схватил ружье и отправился к злосчастному соседу. Бастон отправился к злосчастному соседу, как схватив ружье и не помня себя от горя. То есть мы основной глагол переделываем, значит, добавочные действия, то есть в деепричастный оборот. Задание на письмо. Выберите одну из тем и напишите эссе на тему «Как сделать мир добрее» или «Людей неинтересных в мире нет». Вот примерное письмо, примерное эссе на тему «Как сделать мир добрее». До свидания, ребята. Удачи вам!